моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Здравствуйте, мы находимся на втором чемпионате, посвященном Кубку Брюс Ли. Его проводит Центр изучения Ушу Сигун «Небесная река». Мы специально посвятили этот турнир великому артисту, великому пропагандисту Ушу, или, как говорят на Западе, кунг-фу Брюсу Ли. Он приурочен ко дню рождения Брюса Ли. 26 ноября он родился в 1940 году. Мы турнир проводили в прошлом году именно в день его рождения. А в этом году в связи с тем, что переправа у нас была очень долго была закрыта, а люди, которые хотели участвовать, не могли приехать из заречных улусов, мы перенесли его на 10-11 декабря. В этом турнире принимают участие около 200 спортсменов, и они представляют Алданский, Горный, Вилюйский, Неренгинский районы, а также 7 команд из города Якутска. К нам приехали гости из Вилюйского, Горного улусов, из Кангаласского. Также представлены федерации клубы города Якутска, как Северо-Восточный федеральный университета, клуба «Белый медведь». Есть также участники из Генсинкана и так далее. Я считаю, очень здорово. Ребята очень неплохо подготовленные, я имею в виду спортсмены. Ну и Василий Миронович, конечно, как энтузиаст Ушу, он просто молодец. Это первое ваше участие? Да, наши спортсмены проявили такое хотение участвовать в таком соревновании. Но я считаю, что это все равно это пропаганда спорта и развитие единоборства Ушу Сенда. Брюс Ли, как наш кумир многих спортсменов, я считаю, что турнир проводится нормально, участников очень много. Я считаю, что в будущем Ушу Сенда, она очень будет популярна в нашей республике. Предварительные бои, как вас удовлетворяют ваши бойцы? Да, в основном они борются, не могут боксировать сильно, потому что мы в основном работаем в партере. Работа в партере, ударная техника и так далее, все. Поэтому меньше, конечно, работаем как боксеры, поэтому свою лучшую сторону в борьбу используем, стараемся. Человек, когда падает с помоста, он уже тут споров нету. А когда если было просто как бы ринг бы лежал на полу, то там уже можно было и там поспорить и так далее. А тут человек, если падает, то реально падает. В большинстве случаев для ударников это, конечно, минус, потому что ударники, они привыкли работать все-таки на ринге, и помост это как бы диковинка. Я думаю, что наши спортсмены заняли первые места тоже, поэтому как бы они приспособились. Пускай работают, универсальность еще никому не мешала. В партере почему вы работаете? Вы хотите попробовать другой вид спорта или это просто? Не знаю, пока это увлечение. Первые соревнования были, ночь не спишь, там очень тяжело. Сейчас нормально уже, более-менее. Для вашей федерации такое соревнование что дает? Во-первых, мы стараемся пропагандировать различные виды ушу в нашей республике, поэтому сотрудничаем честно с нашими филиалами в городах Алдане, Неринге, которые представили свои команды. И мы стараемся охватывать как можно больше слоев населения, в том числе и детей. И мы на этих соревнованиях видим, какие у нас будущие кадры, не только в отношении ушу, но они занимаются и другими видами спорта, приезжают кикбоксеры, тайбоксеры. И поэтому работа идет в таком, чтобы охватить большее количество участников. А чем отличается тайзи от таолу? Я, допустим, и зрители не знают этого. Чисто субъективно, оно может быть на самом деле тайзи тоже может быть быстрым. Просто в тайзи там характер движений больше связан с непрямыми линиями, а с более округлыми и спиральными, можно сказать. То есть прямые линии больше связаны с ушу таолу. Вот так.
более 30 воспитанников. С каждым годом растет количество желающих. Мы тренируемся при центре. У нас там маленький зал. Как говорится, в тесноте, но не в обиде. Так, ага. Но с каждым годом наши результаты лучше и лучше. Вот. И, например, нынче мы очень хорошо выступили на республиканском турнире по кикбоксингу на призы Алей Батур. И вот в этом году это замыкающее такое соревнование по ушу саньда. Вот приехала, я привезла 13 своих воспитанников. То есть ваши бойцы участвуют на кикбоксинге и ушу саньда, да? Я помимо этого еще тренирую тайский бокс. То есть 3 секции или те же самые бойцы везде выступают? Везде выступают. Это как бы сказать, универсальные, так везде. Руками надо бить правильно, обязательно по кикбоксингу тоже. Ушу саньда как кикбоксинг, но чуть с элементами капсагая, как бы коснулся и балл дают противнику, если ты коснулся. Ну, что дает именно вот вашим бойцам, да, ушу саньда, вот эти соревнования именно что дают? Ну, мы как бы, у нас по кикбоксингу очень мало соревнований, поэтому мы выступаем в различных таких соревнованиях, единоборствах. И ушу саньда, вот как бы нам опыта набрать, вот выступаем по ушу саньда. А так мы тренируемся в основном по кикбоксингу. Бои идут жаркие, так что на это иногда я вот редко заглядываю. Сейчас только узнал, что очень поздно уже сейчас, 10-й час. Ну что теперь делать-то? Как ринг вам, вот подиум на высоте стоит? Отлично.
Не отказывайте себе в удовольствии. Играйте в пейнтбол даже зимой. В специально оборудованном, теплом и удобном помещении. Место встречи Кирзавод. Подробности по телефону 755 880. Министерство по молодежной политике и спорту объявляет о гранте президента за лучший проект социально-экономического развития муниципальных образований. Заявки принимаются до 30 декабря по адресу улица Ленина 4/2, кабинет 503. Подробности на сайте министерства. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна.